Приветствую вас, дорогие читатели! В 2021 году мы празднуем столетие со дня образования Республики Коми. В честь этого события отдел абонемента Национальной библиотеки Республики Коми подготовил цикл видеообзоров «Моя республика. Книжное богатство». В течение года мы будем рассказывать вам об известных поэтах и писателях Республики Коми, о тех, кто стоял у истоков образования коми-литературы. Мы расскажем о книгах, посвященных жизни и творчеству Ивана Куратова, Виктора Савина, Василия Юхнина, Серафима Попова, Николая Дьяконова, Геннадия Юшкова и Владимира Тимина. Сегодняшний обзор книг посвящен Виктору Алексеевичу Савину, которого мы знаем по его псевдониму Нёбдинса Виктор. Именно так он подписал первое свое опубликованное стихотворение в газете. И случилось это в далеком 1918 году. Предлагаем нашим читателям книги, в которых рассказывается об этом человеке. Виктор Савин в портретах, иллюстрациях, документах. Черно-белый альбом, черно-белые фотографии. Но жизнь такая яркая и такая удивительная этого человека. Стоит только удивляться, какую работу проводил он в послереволюционное время в нашей республике. Работал в ЧК, был секретарем комитета партии. Работа в партии предусматривала и многочисленные съезды, заседания, конференции. Он был редактором газеты «Зырянская жизнь», которую потом переименовали в «Юготуй», «Светлый путь». И именно при Савине газета стала выходить регулярно, ежедневно на коми-языке. Он сам собирал материал для этой газеты, верстал и выпускал газету. Можно даже сказать с уверенностью, что он основатель газетного дела в нашей республике. Виктор Савин писал стихи и пьесы. Пьесы ставил сам на сцене, причем главные роли исполнял всегда сам. Он организатор самодеятельного театра, и со своей труппой он проехал по всем селам практически Коми республики. Его театр станет народным. Это сегодня драматический театр имени Савина, около которого стоит памятник. 10 тысяч горожан и 300 предприятий скинулись и поставили памятник народному поэту от народа Республики Коми. Ну и какой театр без песни? Рядом с письменным столом Виктора Савина всегда стояла балалайка. Он писал песни на коми-языке, руководил народным хором и ездил со своим хором тоже по селам Коми республики. Вот такой фотоальбом о жизни Виктора Савина. О чем были его песни? О чем песни Виктора Савина? Музыку сочинял сам. И опирался при этом на народные песни, собирал фольклор, ездил в экспедиции. Ему, конечно же, очень хотелось, чтобы его песни распространились в народе и знали печаль, грусть, вселили веру в будущее, в хорошее будущее, чтобы люди жили радостно с его песнями. Песни были лирическими, но вот к 30-м годам, когда уже советская власть прочно утвердилась на коми-земле, он пишет песни о комсомольцах, об ударных стройках, о Красной армии. Песни его были все очень бодрящие. Обязательно это был куплет и припев. Припев с повторением, чтобы массы могли подхватить. Мы знаем, что он перевел «Интернационал» на коми-язык. И эту песню до Великой Отечественной войны исполняли практически в каждом учебном заведении. День каждого учебного заведения начинался именно с этой песни. А его песня «Варыш поз, соколиное гнездо», она легла в основу гимна Республики Коми. Этот гимн мы слышим каждое утро по радио. О чем стихи Виктора Савина? Стихи, так же как и песни, очень лиричные. О родном крае, о родных местах, о цветах, о красивых девушках, о счастье, о любви. Все стихи очень оптимистичные. Есть и юмористические. Например, о свадьбе Семена Тутуруту, за которого вышла девушка Марфута, а он со свадьбы убежал, потому что ему захотелось зайцеву лису пострелять. Но вот с укреплением в 30-е годы, с укреплением советской власти, он меняет немножко тематику своих стихотворений. В стихотворениях он начинает сравнивать два мира, два образа жизни, до революции и после.
Сам великий романтик, таковые герои его стихотворений. Великие романтики, которые верили в Октябрьскую революцию, верили в победу мирового коммунизма. Стихи его революционные, о красных звездах, о красных флагах, о красных косынках и о красных шароварах. Но таково было требование того времени. О чем пьесы Виктора Савина? Надо сказать, что пьесы все были очень антирелигиозные, потому что в то время театр рассматривался как альтернатива церковным службам. Театры, они должны были конкурировать с церковью. Все пьесы были агитационные, они высмеивали старый царский режим, религиозные праздники, такие даже как Рождество, Пасха, Троица, и агитировали за новые праздники, скажем, за 1 мая, праздник трудящихся. Пьесы в то время народ воспринимал легче, чем митинги, скажем, или пропаганду нового строя через статьи в газетах. Да и читать так могли немного. Писал пьесы также и на исторические темы. Очень интересна его пьеса «Быль. Бунт Усть-Куломе». Это реальное событие, которое произошло в 1835 году. Сельский староста Григорий Кипрушев, отнюдь человек не бедный, собирал налоги с каждого двора и собрал их на 3000 рублей. Причем эти налоги ушли не в царскую казну, а остались в кармане самого Григория Кипрушева. И потратил он их на себя. Конечно же, возмущенные жители села написали жалобу судье, а судья вместо того, чтобы осудить старосту казнокрада, стал искать тех, кто писал эту самую жалобу. Дело затянулось на 5 лет. В итоге старосту, конечно же, с должности сместили, назначили нового человека. И этот новый человек по фамилии Мамонтов Прокопий добавил налог с каждого двора. Если прежде каждый двор платил по 19 рублей, каждый двор был вынужден выплачивать 23 рубля, потому что недоимку в 3000 рублей нужно было вернуть царской казне. Сельчане наотрез отказались платить такие деньги. Среди сельчан нашелся очень грамотный человек. Это был Гавриил Попов, около которого собрались 200 крестьян, и они решили сами писать жалобу Николаю Первому, царю российскому. Самое интересное, что письмо пришло до царя, и он отправил в Усть-Кулом солдат наводить порядок. Ну и все кончилось очень, конечно, печально. Публичной поркой и каторгой. Для крестьян, конечно же, не для старост казнокрада. Вот такая пьеса. «Бунт в Усть-Куломе». Пьеса Виктора Савина. О чем проза Виктора Савина? Рассказы самые разнообразные о тех трудных временах, которые наступили сразу же после Октябрьской революции. Это рассказ «Трипан Вась». Так звали героя рассказа, простого крестьянина. Время действия 1919 год, второй год гражданской войны, голодный год. Василий едет на лодке на дальний берег Вычегды, где собирается высадить пшеницу. Собирает пихтовую кору. Кору добавляли в муку для того, чтобы не умереть с голоду. Собирает березовую кору, вспоминает своих сыновей, которые по разным сторонам у него. Один в красных, а другой в белых. Ну и вот когда он сделает всю свою работу и будет возвращаться домой, умрет от голода в лодке. Рассказы на исторические темы, рассказ отступления о том, как банда Латкина, Степана Латкина, в декабре 1919 года заняла город Усть-Сысольск. Ну и рассказы есть оптимистичные, довольно-таки юмористические. Например, рассказ Луча, написанный в 1926 году. Рассказ Очерк, рассказ «Быль» – это непридуманное событие. В основе лежит предание о коме-крестьянине из деревни на Вишере, предание о Тисте Ване, чудак, над которым все смеются. Но он член партии, вынес все свои иконы из избы и повесил портреты Ленина. Но вот в доме Тистывана рождается ребенок, мальчик, новорожденный, и нужно придумать ему имя. Он обращается в свою партийную ячейку для того, чтобы ячейка придумала вот это имя. Имя должно быть красное, крепкое. Ну и посыпались предложения назвать мальчика
именем Заря. Имя красивое, но более для девочки подходит. Или, например, Дозмар, глухарь. Ну, глухарь-то он черный. Или дятел. Клюв у дятла крепкий, как сталь. Ну, а вот остановилась партийная ячейка на предложении самого Тиста Ивана назвать мальчика двухэтажным именем. Новолучинский Чумбаров, в честь героя гражданской войны Чумбарова-Лучинского. Ну, а дома ребенка звали просто, коротко, Луча. Рассказ очень юмористический, о свободном человеке, который много работает, ведет крепкое хозяйство, далеко еще до раскулачивания, далеко еще до репрессий. Но тяжелые времена придут и в наш край, и в семью Виктора Савина. В октябре 1937 года его арестуют за контрреволюционную деятельность и сошлют в воркутинские лагеря, где он проведет 5 лет. Причем отсидит свой срок от звонка до звонка, как говорится. Когда придет время освобождаться, это 1942 год, с Воркуты отправят запрос в Сыктывкар, возвращать ли Виктора Савина, и присутствие Савина в городе сочтут неуместным. Поэтому срок ему добавят и отправят в сибирские лагеря, где он умрет от туберкулеза. Вот о таком человеке хотелось бы напомнить нашим читателям. Книги Виктора Савина всегда присутствуют на полках нашей библиотеки, вводили абонемент, поэтому всегда ждем наших читателей в Национальной библиотеке Республики